Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. А в нашей студии гость, врач, и я рада его представить. Сегодня в нашей студии уролог Прокопий Викторович, фамилию Давыдов. Я просто побоялась, думаю, может быть, я ошиблась в букве. У меня есть такой грешок. Прокопий Викторович, спасибо большое, что вы нашли время и пришли в нашу студию. Уролог – это врач золотой, просто золотой. Вашего уровня и статуса специалисты действительно на вес золота, и к вам очень сложно попасть. В поликлиниках, которые по месту жительства, да, или к которым мы прикреплены, очень тяжело дождаться очереди, да, и платно это может быть, не всем как-то по карману. Поэтому я думаю, что наш эфир сегодня будет полезен очень многим людям, которые, возможно, захотят задать свои задать свои вопросы в прямом эфире, вопросы, которые по теме урологии. 32 00 66 и 32 11 66, телефоны прямого эфира. Дорогие слушатели и зрители, пожалуйста, присоединяйтесь, у кого будут вопросы. Ну, а в самом начале, наверное, давайте всем напомним, врач-уролог, что это за врач, какие заболевания, с какими симптомами к вам обращаются чаще. Врач-уролог – это специалист, который специализируется на заболеваниях мочевыделительной системы, как у мужчин, так и у женщин. К ним относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, наружные половые органы. Это все заболевания, которые занимается врач-уролог. Хотя, казалось бы, да, вот больше на слуху, что уролог – это больше мужской врач. На самом деле, женщинам тоже нужен такой врач. Обязательно. Как правило, почки есть у всех, мочеточник у всех, мочевой пузырь также. Поэтому уролог этим всем занимается. Но когда речь о почках, то как-то больше нефролог-врач, да, как будто бы больше туда. А если у женщины какие-то там симптомы заболевания по мочеполовой системе, то больше вроде бы как идти к гинекологу. Оказывается, нет, к урологу тоже нужно идти. Сейчас правила установлены так, что пациент с какими-либо жалобами в первую очередь обращается к врачу-терапевту. Терапевт, осматривая его, выявляя какие-то нарушения, распределяет, можно сказать, направляет к гинекологу, к урологу или к хирургу, или к нефрологу, вот так вот. Мочеполовая система изнашивается, как и остальные все органы в нашем организме, и с годами наверняка мало кому удается избежать каких-то симптомов. С какими проблемами чаще к вам обращаются, и кто чаще, мужчины, женщины, какой возраст? Такой градации нету. Воспалительные заболевания мочевыделительной системы практически одинаковые как у мужчин, так и у женщин. Если у женщин это более часто циститы, пиелонефриты, такие заболевания, а у мужчин, получается, это заболевания простаты воспалительные, наружных половых органов. Мочекаменная болезнь тоже нельзя забывать. Такие заболевания чаще всего встречаются в нашей практике. А на какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы эту болезнь как-то вовремя распознать, не пропустить эти первые звоночки? И если мы будем говорить о какой-то болезни конкретно, наверняка сегодня мы будем об этом говорить, то какие меры профилактики необходимо соблюдать и мужчинам, и женщинам тогда? По клиническим проявлениям, если сказать, то это боли. В первую очередь боли, высокая температура, боли в поясничной области, внизу живота, нарушение мочеиспускания. И изменение цвета мочи, можно сказать, покраснение, помутнение. Это все должно насторожить человека. Это уже прям какая-то сразу клиника? Это уже с чем-то связано. Серьезно? С нарушением мочеполово-выделительной системы. Там надо сдавать анализы в первую очередь, и там уже по ходу дела все решать, смотреть. Но это, наверное, так бывает, если человек пропускает какие-то контрольные анализы, диспансеризацию, да, вовремя не проходит, и все-таки, наверное, это уже запущенная какая-то форма болезни. Это может быть и случиться спонтанно. Допустим, да. Если допустим, у человека в чашках почки сидел камешек, и в какой-то период при тряской езде, при физической нагрузке или с чем-нибудь связано, он пошел по мочеточнику, он может царапать мочеточник и
последствия чего вызывать сильные боли, почечную кольку. То есть он даже может не знать, что у него есть камни? Да, и если вовремя диспансеризацию человек не проходит, то он об этом вообще догадываться даже не может. А диспансеризация, она включает в себя сдачу ведь анализов крови, а по крови будет видно, что у человека есть камни в почках, или все-таки нужно сделать УЗИ раз в год? Да, или... диспансеризация сейчас у нас включает общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический анализ мочи, ну и УЗИ исследования. Базовый вид исследований, которые нужны для определения наличия какого-либо заболевания. Имея вот эти показатели, можно уже оценить, какое здоровье у человека. А если говорить об УЗИ, потому что бывает, что анализы, в общем-то, и неплохие, я сама с этим сталкивалась, а когда сдаешь УЗИ, там находят какую-то другую дополнительную информацию, которая очень важная и которая именно говорит о том, что заболевание присутствует. Да, это можно объяснить тем, что, почки, как говорится, если это касаемо паренхимы или вот острых состояний нету, то он ни о чем говорить не будет. Можно сказать, это молчаливый орган. Если, допустим, там в паренхиме сидит киста довольно-таки небольших, больших, средних размеров, она никак о себе давать не может. Его можно определить только при диспансеризации. И вот то, что я ранее говорил, небольшие камешки, которые сидят в чашечках, микролиты, они определяются только вот при таких исследованиях. Они о себе не дают знать. И по анализам они ни о чем говорить не могут. Тогда все-таки УЗИ надо сдавать, УЗИ почек делать нужно хотя бы раз в год, да? Вот сейчас можно сказать, что управление нашей страны очень большое значение уделяет здоровью нашего населения. Сейчас есть множественные всякие диспансеризации для мужчин отдельно, для женщин отдельно. Вот нельзя пренебрегать этими диспансеризациями и обследоваться своевременно, и уже, если есть заболевание, то уже заниматься этим, не дожидаясь острого проявления какого-либо заболевания. А такое может быть. Тем более это бесплатно, и это достаточно быстро проходит. Да. Там всего, по-моему, занимает 3 посещения врача, да? Да. Первое, второе и третье результаты анализов. А если есть не сопутствующее, а если есть заболевание серьезное, хроническое, допустим, сердечное заболевание, либо диабет, можно ли говорить о том, что при таком заболевании почки уже 100% страдают? Насчет 100% нет, но вероятность усугубления состояния это может привести ввиду того, что сахарный диабет это системное заболевание. Нет того органа, который он бы не затронул, имеется в виду почки в первую очередь. У пациентов с сахарным диабетом более бурно протекают воспалительные заболевания. Он может привести к нарушениям функции почек. Вот поэтому надо с сахарным диабетом очень... Оказывается, это какое коварное заболевание, да. И на зрение сильно влияет, да. Сосуды, и сердце, и сосуды. Сердце, почки, мочевыделительная система. Относительно простаты он тоже не очень хорошо действует на него. А если говорить, вы упомянули такое заболевание, как цистит, с ним наверняка сталкивается большой процент женщин. Что приводит к этому заболеванию? И на сегодня ведь существуют какие-то препараты, которые разово можно принять, и это заболевание остановить. Насколько это эффективно, или все-таки нужно как-то длительно лечиться, если уже это заболевание у тебя в организме появилось? Цистит это, как все знают, это воспалительное заболевание внутренней слизистой оболочки мочевого пузыря. Он имеет тоже разные проявления, чтобы сказать это. Там могут и эрозивные, хронические, с кровью моча. Это очень опасное заболевание. Относительно диагностики цистита я бы хотел отметить, что самым универсальным и самым таким результативным исследованием относительно цистита является цистоскопия. Есть такое исследование, которое тонким аппаратом проходится в этот самый мочевой пузырь, и на обзоре уже все исследуется. А вот по УЗИ слизистую оболочку увидеть невозможно. А вот эта диагностика, которую вы назвали, она доступна в любой поликлинике, или это нужно как-то, или по направлению идти? В любой не скажу, но это довольно-таки распространенный вид исследования. Этим должен работать любой уролог, который занимается этой специальностью.
И при таком исследовании тогда, если его пройти, то тогда что? Тогда можно уже диагностировать 100%, я бы сказал. То есть, в смысле, можно ошибиться по Бывает. симптомам, да? Вот я вот скажу, на практике бывали такие случаи, что по анализам мочи, вот, допустим, у женщин там все спокойно. Но беспокоит боли постоянные, и рези, и частные мочеиспускания. Ну, вся обширная клиника цистита, все проявлялось. Но в общем анализе мочи никаких воспалительных, ни элементов крови, ничего не наблюдалось. Когда по цистоскопии осматривали, и по УЗИ, кстати говоря, тоже там некоторое уплотнение только наблюдалось. А по цистоскопии, если посмотреть, там вся слизистая оболочка мочевого пузыря абсолютно красная была, полностью воспаленная. Вот такие случаи тоже бывают. Если просто есть частые мочеиспускания, допустим, в ночное время, да, или просто увеличиваются вот такие вот позывы, да, частые, это о чем говорить может? Это, при таких клинических проявлениях страдает качество жизни человека. Поэтому в первую очередь надо обращаться к специалистам. У урологов это называется дизурические явления. Это нарушение мочеиспускания. И, это надо решать, диагностировать, исследовать и уже начинать лечение. Даже если нет никаких болей, там никаких других каких-то симптомов. Вот и относительно мужчин к таким проявлениям могут приводить патологии предстательной железы. И они никаких болей тоже с собой не приносят. Там только дизурические явления могут беспокоить человека. Относительно заболеваний мужских, вы упомянули тоже в самом начале разговора, заболевание простатит. Достаточно популярное. Да. И к нему приводят там переохлаждение, да, какой-то неправильный ритм жизни человека, злоупотребление алкоголем, курение. Сидячий образ жизни. Курение тоже? Курение тоже перечисляется во вредных привычках, и он тоже влияет. То есть, если мужчина проводит долгое время, там, например, не знаю... Сидячий образ жизни, адинамический образ жизни, переохлаждение, гормональные какие-либо нарушения, и индивидуальные поведенческие нарушения тоже приводят к этому. И инфекции очень часто приводят передающиеся половым путем. Передающиеся половым путем, в том числе. Переходит на простату и вызывает воспаление предстательной железы. Это может быть уже там клинически очень выраженные явления. А вот рекомендуют такое средство, как обрезание для мужчин уже достаточно во взрослом возрасте, чтобы избежать, допустим, снизить процент заражения инфекциями, передающимися половым путем. Как вы на это смотрите? Все урологи, наверное, со мной согласятся, что обрезание для мужского организма это очень полезный вид оперативного лечения, ввиду того, что этот препуциальный мешок, там внутри накапливаются микроорганизмы. И если этот барьер убрать, то там получается 60% профилактики инфекций мочеполовой-выделительной системы. Это инфекция мочеполовой выделительной системы, но это не обезопасит от инфекций, передающихся половым путем. 60% обезопасит. Тоже обезопасит? В любом случае, 60% это же много. Это очень хороший. А сама процедура, она насколько популярна, допустим, в Якутске? В Якутске, в наше бытие, когда мы работали в стационаре, у нас всегда были пациенты. И эта необрезанная крайняя плоть со временем может приводить к не очень хорошим заболеваниям, как баландопастит, рак полового члена, это все. А ведь эта процедура очень болезненная, это же операция считается. Это операция, это все делается под местной анестезией. А потом, когда уже выходит человек из этого, отходит анестезия? Это все сопровождает оперировавший доктор, и там все на обезболивающих, перевязки, и это все бывает благополучно. А сколько длится реабилитационный период? В среднем 7-10 дней до полного заживления раны. Это прям мероприятие такое грандиозное. Грандиозное. И относительно этого хотелось бы сказать, что первые врачи были мусульманами,
и все обрезанные, как сейчас получается. Самый умный народ, говорят сейчас евреи, да, и они тоже получаются все обрезанные. Если вот, допустим, в доступных источниках почитать, то 80% населения, мужского населения Америки тоже обрезанное получается. Это тоже о чем-то говорит. Это, для мужского организма это очень полезная операция. Надо же, хотя казалось бы, что это такое какое-то коварство, еще тем более в странах, которые вы перечислили, это делается, когда ребенок совсем, мальчик совсем маленький, а оказывается это... полезного больше, чем это. Полезного больше, чем... Если говорить и о мужском здоровье, что вы можете как уролог посоветовать или порекомендовать мужчинам, чтобы они были дольше здоровы? Дольше здоровы. Опять же повторюсь, что диспансерации игнорировать не надо. И при первых проявлениях каких-либо дизурических явлений, нарушения мочеиспускания, окрас мочи, если нарушается, боли какие-то тянущие в промежности, в паховой области, в поясничной области, надо обращаться к специалистам и обследоваться. Мужчины, наверное, все равно, мужчин-водителей больше, да, чаще проводят время в сидячем положении, и дома там, например, за компьютером, да, и у кого-то работа за компьютером. Все-таки больше мужчины находятся, когда они сидят, они бегают, да, тем более сейчас такая жизнь мобильная, на автомобиле проще передвигаться. И как тогда от этого уйти, если это является фактором риска, который может привести к простатиту, о котором вы говорили? Как не переохлаждаться в наших климатических условиях? Все равно там выбегаешь где-то. Сейчас все в пуховиках. Это в помещении тебе жарко, выбежал на улице, там холодно уже. В общем, сложно очень уберечься. Да, самая доступная профилактика, я бы сказал, это ходьба. Не бег, не какие-то силовые упражнения всякие. Это банально ходьба. Чем больше человек ходит, тем здоровее он, я бы сказал. Застоя в малом тазу кровообращения не бывает. Надо ходить больше, чем сидеть. Мне мама подарила на день рождения беговую дорожку. Я иногда хожу. Сейчас после ваших слов прям хочется сделать это нормой в своей жизни. Но это хороший выход, да, когда есть какой-то тренажер. Сейчас, в принципе, они доступны. Можно приобрести или беговую дорожку, или велотренажер, да. Он же тоже может быть. Или такой шагает какой-то такой тренажер с такими широкими шагами. А вы сам как следите за своим здоровьем? Стараюсь ходить на природе, работаю много на участке, на даче, это все. Работать это же такой тоже там физический труд, это поднятие тяжестей. Приходится. А скандинавские палки, ходьба? Пока нет, до этого еще не дошел. Чисто просто ходьба. А как врач, насколько вы можно, этот вид спорта? Возрастных пациентов это очень хорошо. И там опора какая-то есть на руках, и тогда человек не подскальзывается, это нормально, пускай ходит. Есть же еще шагомеры, да, которые там в день нужно 10 тысяч шагов, да, сделать. Это правильно люди, которые себе дают такую задачу каждый день и ежедневно набирают эти шаги? Я даже знаю людей, которые, например, в течение дня у них не получается, они потом вечером перед сном добирают, верно ли они делают, или все-таки это какая-то нагрузка, которую, не каждый день нужно делать. Да, относительно этой ходьбы я бы сказал, что все индивидуально. А как где этот компас внутренний, который тебе не подскажет, как лень твоя, да, а именно как бережно к тебе отнесется? Как уролог я бы сказал, чем больше ходить, тем лучше. А относительно других органов я не скажу. Там у человека может быть хроническая обструктивная болезнь легких, там сердечные заболевания какие-то. Это тоже индивидуально надо учитывать. А повышение давления, когда высокое давление, как будто бы есть такое мнение, что это уже 100%, что у человека с почками не все хорошо. И если высокое давление, то не рекомендуют же, например, какой-то активный, да, вид спорта или даже быструю ходьбу тоже под знаком вопроса. Да. Там в первую очередь надо исключать сосудистую патологию, сердечно-сосудистой системы. И высокое давление само как индивидуально может привести к нарушению функции почки. То же само. И впоследствии каких-то патологий почки тоже могут привести к этому. При хронической почечной недостаточности, допустим, бывает такое, что впоследствии него повышается артериальное давление. Там тоже все индивидуально решается и обследуется.
То есть это может и сердце влиять, да, вот это Да, и повышение давления сердце. на почки, а могут и почки влиять, что Да, давление да, повышается. да. Мы очень скоро продолжим, дорогие слушатели и зрители, через короткие 4 минуты вернемся. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии сегодня врач-уролог Прокопий Давыдов. Прокопий Викторович, уролог – это не единственный ваш статус, вы еще и являетесь врачом-нефрологом и хирургом. И я хочу второй блок наш начать с того, чтобы спросить вас о том, как начался ваш путь в профессию, а нашим слушателям и зрителям напомнить, что вы можете задавать свои вопросы 32 00 66 и 32 11 66, телефоны прямого эфира по теме урологии и нефрологии в том числе. Расскажите, вот с чего началось вообще ваше ощущение, что вы пойдете в медицину, и какие были первые шаги? Ну, я в медицину пошел по стопам своего дяди. Он был врачом-травматологом. Мне это показалось очень такой привлекательной профессией. Выбрали вы совсем другое направление. Но направление-то я выбрал другое, но тем не менее. Белые халаты, это вся романтика, это было так. И врачом я работаю более 20 лет уже, получается. Изначально я начал свою работу врачом-хирургом в экстренной хирургии в районе. Работал, потом, работая хирургом. А вы оперировали какие были операции? Все операции, получается, от макушки головы до кончиков пальцев, можно сказать. Да вы что? В экстренной хирургии только так. Ничего У нас себе. в районе так бывает. Но вот так мы работали, и там работая хирургом, более интересуясь внутренними этими, я отучился на эндоскописта, чтобы более все знать, внутренние органы, кишечник, желудок, вот это смотреть отучился. Потом, работая хирургом, я отучился на врача-уролога. С 2008 года я врач-уролог, получается. Совмещал врач-уролог и хирургию. Вот так работал. И, работая урологом, уже дополнительно отучился на врача-нефролога. Опять же, желание более узнать изнутри работу почек, это все, функции почек, вот это все привело к этому. И еще плюс к этому отучился на врача-узиста, чтобы самостоятельно все самому диагностировать и уже все видеть. Вот так получается. Я в начале нашей программы сказала, что вы золотой специалист, вы просто какой-то бриллиантовый, у вас такая большой спектр такой. А что самое сложное было вот в обучении вашем? В обучении такой сложности я не припомню. Главное — усердность и усидчивость. Надо все учить и этовать. И практика. В обязательном порядке это практика. Все на себе надо узнать и этовать. Врачи смелые же люди, это же очень тяжело смотреть на то, как выглядит наш организм изнутри. Ну да. Ну да, так. И про врачей еще говорят, что врачи-циники, что ваша работа не позволяет вам быть очень открытыми какими-то, да, что вы как-то все-таки уже по-другому видите людей и мир. Это правда? Все-таки вот оперирующие доктора — это чуть-чуть отдельная каста врачей, можно сказать, там свои, даже эти, как его. Все-таки врачи это ближе к статусу Бог. Вот вы сегодня пришли в белом таком белоснежном халате. Спасибо вам большое за это. К нам не всегда врачи приходят в белых халатах. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Наушники, да, пожалуйста, наденьте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Здравствуйте. Приехал пожилой человек с района с направлением к врачу-урологу и на сегодня не может попасть в стационар или на обследование. Ему сказали до 31 октября ждать. Это как-то можно ускорить или нет? Вы останетесь на линии, может быть, вопросы еще будут? Ну, к сожалению, сейчас очередь в медицинской организации бюджетом очень большая, ничего поделаешь. И стационары все государственные у нас получается, и оперативные виды лечения только там делаются. Ввиду этого очередность бывает большая. Да, к сожалению, вот такая правда жизни. Спасибо вам за ваше внимание. Ну вот,
Вот так на сегодня. И там индивидуально тут тоже, опять же, с каким диагнозом приехал пациент. Хотя это все... Возраст какой, вот это все Да, учитывается. Да. так опасно, потому что ведь иногда помощь нужна, да, достаточно быстрая. Вот это время ожидания, оно может быть совсем негативно повлиять и даже критично повлиять на состояние пациента. Вы сказали, что вы работали, начинали свой путь врача в районе. А какой это был район? Это был Нюрбинский район, Нюрбинская центральная районная больница. Вы там точно были и царь и бог. Ну, там раз я вы там работал все делали. с очень такими опытными большими хирургами. Прокопий Прокопьевич Тихонов, Станислав Петрович Никифоров. Они весь свой опыт, я так думаю, что передали мне. Я один молодой хирург с двумя очень маститыми такими хирургами работал, и это продолжалось 6 лет. Такая школа, да? Да, и в течение 6 лет на каждой практической операции я присутствовал. Или ассистировал, или оперировал. Они именно настаивали на этом, чтобы ни одну операцию я не пропускал. И это была очень хорошая школа. Относительно урологии я тоже в течение 10 лет работал в Жатайской урологии. Там тоже с такими очень большими и знаменитыми хирургами работал, получается, Федор Борисович Анисимов, мой учитель, и Юрий Николаевич Кричкин тоже. Очень опытные доктора, мы работали втроем, и опять же такая же система у меня получилась, что практически на всех операциях я присутствовал, и весь их опыт они передали мне. И я им очень благодарен за это. Значит, очень хорошо попасть вот к вам на прием, потому что у вас такой опыт и практика большая, и такие учителя были маститые. А вы сами из этого же района, где вот вы работали? Да, родом? я отучился и приехал в свой родной район и работал 6 лет. Как обязанность. Наверное, вас не хотели отпускать в Якутск. Было чуть-чуть. Было чуть-чуть. За время рекламы у нас еще и поступили вопросы. Вот спрашивают, может ли быть, о цистите мы говорили в первом блоке, заболевание цистит спровоцировано какими-то приемом каких-то препаратов. Может ли быть такое? Да, такие явления бывают, не часто, но бывают. Есть препараты, которые раздражают слизистую оболочку и непосредственно мочеполовой системы. Это питание тоже касается. И острые, вот эти перченые, слишком приправленные продукты тоже не очень благоприятно действуют на мочеполовую систему. Это тоже надо заметить. Кстати, может быть, тогда напомним диету, которая благотворно влияет на почки. Может быть, вы дадите какие-то рекомендации относительно определенных продуктов, которые исключить или наоборот? Относительно диеты это тоже все учитывается индивидуально, от степени заболевания, от вида заболевания. А что вообще почки не болели? Есть такая диета? Ну, в первую очередь надо, я думаю, ограничивать чуть-чуть поваренную соль. Соль сама задерживает в организме жидкость, тем самым вызывая вот отечные явления, нагрузка на почки. И вот насыщенные бульоны, консерванты, это абсолютно нехорошо влияют на работу самой почки, на его фильтрационную способность. А вот рыба соленая, значит, тоже, да? Ну, она такая вкусная. Как без нее не обойтись, но слишком им увлекаться тоже не рекомендуется. Опять же, это все соленое. Можно, но по чуть-чуть всего, да? Ну да. А вот про прием воды. Очень часто мы слышим, что необходимо в сутки принимать от 2,5 литров воды до 3 литров воды, именно чистой воды. Супы исключаются, чаи исключаются, морсы и соки тоже исключаются. Но вряд ли кто-то из людей, да, наверное, каждый день выпивает такое количество воды, потому что все равно в течение дня ты отвлекаешься на какие-то дела бытовые, на работу и забываешь попить. Вечером норму вот эту вот как-то добирать уже как-то нелогично, потому что перед сном. И как тогда быть? Золотой стандарт рекомендательного характера — это 2-2,5 литра в сутки должен взрослый человек выпивать, но тут надо учитывать, опять же, время года тоже. В летний период можно чуть побольше принимать жидкости ввиду того, что это все пропотевается, через почки не проходит, и фильтрация, опять же, не это. Образ жизни человека надо тоже учитывать ввиду того, что человек много работает, потеет много, это тоже
или спортом занимается. Вот это тоже. А если человек не очень активен, например, каждый день же, наверное, это и многое для почек тяжело. Они же все это через них же проходит, да, нагрузка. И если ты, например, какой-то день, например, там выходной день, да, ты больше проводишь там за книгой или за компьютером, мало двигаешься, то тебе и воды тогда, наверное, не особо много надо. Ну, чтобы фильтрационную способность сохранять, все-таки 2 литра стоит выпивать, ввиду того, что, моча становится более концентрированной, если она не вымывается. И когда она концентрированная и в нем много микроэлементов, там кристаллизуется. Опять же, образуются маленькие кристаллы, которые преобразовываются, вот небольшие камешки, которые. А если ничего не предпринимать, вот эти небольшие камешки вырастают в большие камешки. Вот это тоже надо помнить, не забывать. Значит, камни, они как раз-таки могут быть спровоцированы малым приемом воды, да? Да, это тоже. Надо же. А какой температуры должна быть вода, чтобы она была полезна нашим почкам? Комнатной температуры пойдет. Кто-то пьет прям хорошо теплую воду, кто-то вот почти горячую и утверждает, что именно вот так для нашего организма хорошо. Почти горячую, не знаю, слишком горячая пища тоже для слизистой оболочки пищеварительной системы не очень хорошо влияет. Поэтому вот такая тепленькая комнатная температура, я думаю, что самая. А кто-то добавляет в воду лимон и тоже считает, что это прям очень полезно, потому что и витамины здесь, и вода меняет свой состав. Избыток витамина С тоже может приводить к камнеобразованию. Вот это тоже надо учитывать. Тогда лимон как часто добавлять и добавлять ли вообще? Это индивидуально. Каждый день я так думаю, что человек все равно лимон кушать не будет. А в какое время лучше принимать воду? Кто-то, например, вот у меня есть знакомые, кто до 6 часов вообще основной прием пищи и вода, а после 6 часов вообще практически не пьют люди воду, чтобы, например, там спать хорошо ночью, да, и не просыпаться. Это очень правильный подход, я бы сказал. У урологов имеется такое понятие, что позднее 8 вечера не рекомендуется пить воду во избежание ночных мочеиспусканий. У нас называется это нектурия, ночное мочеиспускание. Вот если до 8 часов человек воду пьет, а после 8 не пьет, то риск ночного мочеиспускания уменьшается. До сна все выходит. Хотя раньше я слышала, что говорили, что наоборот хорошо, что у тебя там ночью, да, стоит кружка с водой, что там ночью просыпаться и даже пить воду, наоборот, лучше. Опять же, нет. Отеки, давление, все это не очень хорошо влияет. Это перерастяжение мочевого пузыря тоже не очень допустимое. Ну, вообще всегда странно, там, ладно, бывает, что ты днем там, да, ты, конечно, там пьешь воду, да, там пьешь какие-то другие напитки, и понятно, что у тебя есть позывы к мочеиспусканию, да, это нормально, логично, а ночью-то откуда все это берется, если ты, например, там, да, там, не знаю, там до 8 до 9 часов попила, потом ночью ты спишь, почему вот ночью приходится вставать и все равно выполнять эти манипуляции? В ночное время работы наших органов никто не отменял, поэтому все работает, все, чуть-чуть в замедленном состоянии, но все же. Еще у нас есть один вопрос про чаи, травяные чаи, которые можно приобрести в аптеке, кто-то готовит как-то самостоятельно, и насколько они полезны для почек. Кто-то считает, что почки можно поддержать именно таким способом, вот, такая народная медицина. Как вы к этому относитесь? И если да, то какие чаи, в смысле, мы не будем называть там фирмы, да, какие травы лучше? Да, для поддержания организма, конечно, это рекомендуется, но как монотерапия оно не пойдет, если при воспалительных заболеваниях некоторые пациенты начинают лечиться травами. Вот такого, это все зависит индивидуально, опять же, зависит от результатов анализов, какие показатели высокие, какие низкие, вот это все учитывается. А я как уролог весной и осенью рекомендую пропивать курсами на месяц вот такие сборы, чтобы Толокнянка же самый популярный, да? Да. Популярны. Есть препараты, которые содержат много трав и свое действие делают. Это по месяцу весной и осенью
профилактика. Прям каждый всяких день заболеваний. по пакетику, да, там, или по Это чашечке? зависит от пакетов или от таблеток. В виде таблеток тоже имеются препараты. Неплохие, кстати говоря. Их сейчас великое множество. Раньше, допустим, был один препарат, а сейчас их, можно сказать, порядка 10 штук, наверное. Это иногда и 16. пугает. Вот, допустим, тоже у нас есть еще один вопрос от наших слушателей. При диабете как уберечь почки? И вот есть препараты определенные, да, тоже, которые, медикаменты, которые поддерживают, да, как будто бы жизнедеятельность почек. Но про эти препараты и говорят о том, что если ты их потом резко отменяешь, а многие из них дорогостоящие, то твои почки просто летят. И там уже дальше, очень неблагоприятный прогноз. Относительно сахарного диабета и почек, но при сахарном диабете надо быть очень осторожным и практически, часто обследоваться. Все зависит от степени и как ее вида сахарного диабета. Тип. Там первый тип, второй тип, вот это и сахара какие тоже учитывать надо. Но если, Они допустим... на какой степени их нормализовывать и функции почек тоже наблюдать. Там есть свои показатели, которые частенько надо сдавать для определения работы почки. В общем. У нас остается до конца нашего эфира 2 минуты. Это не так много, но, возможно, на какой-то вопрос вы бы хотели ответить, который я не задала. А может быть, мы закончим тем, что еще раз резюмируем наш разговор и какие-то рекомендации для наших слушателей и зрителей повторим, чтобы здоровье свое беречь, если оно еще есть. И, может быть, какие-то еще у вас есть рекомендации, если уже человек столкнулся с заболеванием, что и куда. Если человек столкнулся с заболеванием, надо обращаться в первую очередь в поликлинику и не игнорировать диспансеризацию. Я опять же повторюсь. И побольше ходите, профилактируйте застой в малом тазу, чтобы там все работало, все циркулировало и заболеваний никаких не было, застойных имеется в виду. Вот исключить соль, то, что я запомнила. Хорошо, что вы напомнили, потому что об этом же забываешь, как-то живешь уже, и хочется же вкусное есть, а не полезное, да, почему-то полезное всегда невкусное. Не полностью исключить, но чуть-чуть ограничивать. Да, если заболевания нету, если заболевания нету, то слишком увлекаться тоже. Об этом нужно напоминать. Потом, что оказывается избыток воды, да, избыток витамина С в воде тоже может быть вредным, да. А малое количество воды может провоцировать образование камней в почках. Тоже, да. Очень важный орган, который, давайте напомним, какую функцию выполняет, он фильтрует же, да? Да, фильтрационная способность, барьерная, можно сказать. Нашу кровь. Он все, кровь чистит, вырабатывает. И нужно, конечно, его беречь. Обязательно. Я благодарю вас за то, что вы нашли время в вашем плотном графике и пришли сегодня в нашу студию. Слушателям и зрителям напомню, что сегодня в нашей студии гостил врач-уролог, нефролог, хирург Прокопий Давыдов. Всем спасибо за внимание и хорошего вечера. Будьте здоровы. Спасибо.